Еще раз здравствуйте, уважаемые родители, уважаемые коллеги. Сегодняшняя наша встреча с вами посвящена созданию специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Прохождение итоговой аттестации для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также как и для его родителей, очень ответственное мероприятие, которое требует серьезной подготовки. И очень важно знать правила организации итоговых испытаний для таких детей. И не менее важно знать права ребенка при проведении экзаменов. В основном законе нашем именно образование, об образовании в Российской Федерации. В 59 статье 3 части четко прописано, что освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией. На слайде вы видите сокращения, которые чаще всего используются в основных законодательных актах, для того, чтобы вам было проще ориентироваться в большом объеме информации по данному вопросу. Вот, пожалуйста, обратите внимание, что такое ГИА, что такое ЕГЭ, ОГЭ, ГВ и ПП. Не буду вам расшифровывать, все это видно на экране. Какие же дети имеют право на создание условий при проведении ГИА, государственной итоговой аттестации? Это обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, это дети-инвалиды и инвалиды, это обучающиеся на дому, обучающиеся в медицинской организации и обучающиеся в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для детей, которые нуждаются в длительном лечении. Давайте рассмотрим категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Кто же относится к детям с ограниченными возможностями здоровья? Это глухие обучающиеся, слабослышащие и позднооглохшие, слепые, слабовидящие обучающиеся, обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающиеся с задержкой психического развития и с расстройствами аутистического спектра. Вот как перед вами сейчас на слайде категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас на слайде как раз вы видите, что же должны участники государственной итоговой аттестации предоставить для того, чтобы были созданы специальные условия при проведении ГИА. Значит, участники государственной итоговой аттестации обязательно предоставляют заключение по МПК о создании специальных условий обучения, что прописано четко в Федеральном законе об образовании Российской Федерации. То есть вот оно заключение, это примерное заключение, они бывают, основной у них, конечно, одинаковые, но если вы проходите обследование с ребенком на психолого-медико-педагогической комиссии в каком-то другом регионе, либо, может быть, в другом городе, они могут быть немного отличаться, но не критично. Также участники ГИА, а именно дети-инвалиды и инвалиды, обязательно предоставляют справку, которая подтверждает факт установления инвалидности. Вы сейчас тоже примерно видите на слайде. Вот эта справка, которая подтверждает, что ребенок действительно нуждается в создании специальных условий при сдаче ГИА. Далее участники ГИА, те, которые обучаются на дому, либо в медицинских организациях, обязательно предоставляют медицинское заключение об обучении на дому и медицинское заключение, которое подтверждает нахождение ребенка в медицинской организации. Вот они тоже примерные такие справки, заключения перед вами на слайде. Они тоже могут отличаться. Ну вот суть у них именно такая. Кроме того,
участники ГИА обязательно предоставляют медицинское заключение о создании условий при проведении ГИА в таком-то учебном году. Дает эту справку, опять же, медицинская организация. Заключение подписывают не менее 4 врачей и заверяются печатями и медицинской организации, личными печатями врачей. Вы сейчас на слайде опять же видите шаблон такого заключения. Оно тоже может отличаться, что не является принципиальным. Главное, чтобы была соблюдена именно формулировка данной справки. Для кого же, какие же специальные условия мы можем организовать для детей с ограниченными возможностями здоровья? Если это ребенок, который имеет нарушение опорно-двигательного аппарата, то специальные условия могут быть вот те, которые вы сейчас видите на слайде. Это и беспрепятственный доступ в аудиторию, в туалетные иные помещения, аудитория на первом этаже, наличие специальных кресел, приспособлений, специальное оборудование рабочего места, кушетка может быть для горизонтальной разгрузки позвоночника, специальное оборудование рабочего места, конторка для ребенка, также рабочее место, которое оборудовано компьютером, но не имеет выхода в сеть интернет и не содержащих информации по сдаваемому предмету. Оформление регистрационного бланка для участника ГИА, помощь в оформлении и перенос информации с распечатанных бланков участника ГИА в стандартные бланки ответов. Также может предоставляться ассистент для того, чтобы помочь ребенку занять рабочее место в аудитории, помочь ему в распечатывании ответов, помощь в сопровождении, помогает сменить положение в колясках, креслах, лежаках, закрепить и фиксировать ручки в кисти руки и так далее. Также возможно выполнение ребенком с нарушением опорно-двигательного аппарата заданий на компьютере, то есть со специализированным программным обеспечением. Это не значит, что сейчас, если у ребенка есть нарушение опорно-двигательного аппарата, ему пропишутся все эти специальные условия. Это только примеры специальных условий, которые могут быть прописаны ребенку, либо это могут быть совершенно другие условия. Все эти условия прописывает психологом медико-педагогическая комиссия совместно с родителями. Сейчас, минутку. Какие же условия могут быть предоставлены для слабовидящих детей? Это диагностические материалы могут предоставляться в увеличенном размере, именно шрифт, наличие увеличительных устройств для ребенка, как индивидуального, так и общего пользования, и индивидуальное равномерное смещение не менее 300 люкс рабочего места. Для слепых учащихся это может быть спецусловием при сдаче государственной итоговой аттестации, может быть выполнение задания на компьютере со специализированным программным обеспечением, оформление материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля, специальные принадлежности для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для глухих и слабослышащих детей специальным условием для сдачи государственной итоговой аттестации могут быть наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования, коллективного пользования. Может быть предоставлен ассистент для того, чтобы помочь ребенку занять рабочее место в аудитории. Также может быть предоставлен ассистент-сурдопереводчик, который будет осуществлять при необходимости жестовый перевод и разъяснение непонятных слов. И также может быть предоставлена текстовая форма инструкции по заполнению бланков. Для учащихся с расстройствами аутистического спектра спецусловием для сдачи государственной итоговой аттестации может быть выполнение заданий на компьютере со специализированным программным обеспечением, и может быть предоставлен ассистент, который помогает занять место в аудитории, предотвращает эффективные реакции на новую стрессовую обстановку. И опять же хочу сказать, что это не весь перечень специальных условий при сдаче государственной итоговой аттестации.
Он намного шире и больше, и опять же определяется психолого-медико-педагогической комиссией совместно с родителями, ну и с участием ребенка, конечно, тоже. Выпускнику, который имеет ограниченные возможности здоровья, для получения права выбора формы государственной итоговой аттестации, то есть ЕГЭ или ГВ, необходимо обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию по месту жительства. То есть выбор формы экзамена – это тоже специальное условие. И опять же, специальное условие у нас определяется совместно с родителями, ребенком на обследовании психолого-медико-педагогической комиссии. Для того, чтобы понять, есть ли у вашего ребенка право выбора между ЕГЭ и ГВ и определиться с формой сдачи экзаменов, мы получаем специальное соответствующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Вы сейчас видите на экране пример такого заключения, в котором четко прописано, что у ребенка есть основания для выбора формы ГИА, да, для сокращения количества экзаменов до 2 обязательных. Опять же, в заключении это прописано, вы с комиссией это определили, да, но только ваше право совместно с ребенком определиться, сколько же экзаменов будет сдавать ваш ребенок. Тут же прописываются номера КИМов для ребенка, потому что дети в некоторых случаях с ограниченной возможностью здоровья могут выбрать форму сдачи экзамена, да, и будет это по русскому языку диктант, либо изложение, либо сочинение. Опять же, форма заключения, она примерная, но создана на основе российского законодательства и предложенная именно Российской психолого-медико-педагогической комиссией. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право выбрать, как проходить государственную итоговую аттестацию. То есть в той же форме, что и все обучающиеся, в форме ОГЭ для детей, которые заканчивают 9 класс, и в форме ЕГЭ для детей, которые заканчивают 11 класс. То есть 4 экзамена. Да, вот в этом году 2 основных, математика, русский, и 2 по выбору, но с созданием специальных условий. То, что я вам говорила вот ранее, что выбор экзамена – это тоже спецусловия. Ребенок может сдавать как все 4 с созданием спецусловий, так и выбрать 2 основных. Либо он вот выбирает в форме государственного выпускного экзамена с использованием текстов, тем, заданий, билетом, в том числе может сдавать в устной форме, где сдается только 2 основных экзамена – математика и русский язык. Так, это мы с вами уже проходили. Какие же условия могут быть обеспечены при проведении государственной итоговой аттестации детям с ОВЗ, с инвалидностью, которые обучаются на дому, либо в медицинской организации? Кроме тех условий, которые мы с вами перечисляли ранее, видели вы на слайдах. Это увеличение продолжительности времени экзамена. Мы с вами должны знать, что экзамен увеличивается у детей на 1,5 часа. Предоставление услуг ассистента, то есть оказание технической помощи, особенно детям, которые обучаются на дому. И, естественно, организация беспрепятственного доступа в то место, где ребенок будет сдавать экзамен. После получения соответствующего заключения по МПК вы и ваш ребенок получают право выбора формы государственной итоговой аттестации, определяете, какие экзамены будут сдавать, в каком формате. И по предоставленному заключению по МПК будут создаваться специальные условия для проведения экзамена. То есть то, что мы с вами сейчас ранее смотрели. И сейчас перед вами на слайде перечень документов, которые предоставляются на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию города Сыктывкара. И любого региона комиссии принимают те же самые документы. То есть ничем не отличается.
может быть только в нумерации. Вот сейчас вы видите, что вот медицинское заключение, которое мы с вами смотрели, да, о том, что ребенок нуждается в создании специальных условий при сдаче ГИА. Копия свидетельства о рождении ребенка и паспорта, копия паспорта родителя, законного представителя, выписка из истории развития ребенка, заключение врачей, которые наблюдают ребенка в медицинской организации по месту жительства, регистрации, характеристика ребенка, которая выдана образовательной организацией, заключение комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка при наличии. Чаще всего дети проходят психолого-медико-педагогическую комиссию в более раннем возрасте, нежели это 9 либо 11 класс, поэтому часто у детей есть заключение о прохождении комиссии ранее. Письменные работы, ну копии, да, в основном по русскому языку, математике, результаты самостоятельной продуктивной деятельности, табель успеваемости за предыдущий и текущий учебный год, копия справки Бюро медико-социальной экспертизы об установлении ребенку инвалидности при наличии, если это ребенок с инвалидностью, копия акта врачебно-консультационной комиссии или клинико-экспертной комиссии с рекомендациями о необходимости индивидуального обучения на дому, опять же при наличии, если ребенок обучается на дому. И в случае, если дети находятся на стационарном лечении в медицинском учреждении, то должно быть медицинское заключение о том, что ребенок находится на стационарном лечении в медицинском учреждении. То, что мы с вами тоже ранее смотрели, примерные вот эти шаблоны заключений медицинских. Еще раз резюмируем, что такое упрощенная форма экзамена. Да? Обычно у нас родители говорят именно так. Хотим, чтобы был упрощенный экзамен. Да? Вот. Значит, на такую форму экзамена имеют право дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с инвалидностью и дети, обучающиеся в медицинских организациях и на дому. Обратите внимание, что ни школа, ни психолого-медико-педагогическая комиссия не имеют права определять форму государственной итоговой аттестации вашего ребенка за вас или вместо вас. Школа обязана принять ваше заявление, то есть родителя, законного представителя, с перечнем предметов и выбранной формы сдачи экзамена. А психолого-медико-педагогическая комиссия определяет наличие или отсутствие у выпускника ограниченных возможностей здоровья. И тогда вы заявление, заключение психолого-медико-педагогической комиссии прилагаете, и ребенок ваш будет вставать с созданием специальных условий сдачи ГИА экзамена. Заявление в школу, в образовательную организацию с перечнем экзаменов и формами их сдачи вы можете подать не позднее 1 марта текущего года. Да? Исключение составляют форс-мажорные обстоятельства. Их не так много, но они есть. И, дорогие родители, не забывайте, что по результатам государственного выпускного экзамена, если это 9 класс, да, выпускники получают школьные аттестаты за 9, если это 11, за 11 класс. Однако по результатам государственного выпускного экзамена в 11 классе нельзя поступить в вуз. И для этого предстоит сдать вступительные испытания конкретного высшего учебного заведения. То есть вы тоже должны это понимать и просчитывать все риски для того, чтобы дать образование своему ребенку, то, которое вы с ним вместе хотели получить. Ну вот и все, что мне бы хотелось сказать вот именно родителям о специальных условиях сдачи государственной итоговой аттестации для детей с ОВЗ и инвалидностью. Если у вас есть какие-то вопросы, вы их задавайте. Сейчас я выйду в чат, посмотрю. Я вам желаю успехов и удачной сдачи экзаменов вашим детям.